Во-первых, Кишинев всегда просто взяли вот в Гагаузии, не смотрели, какой политик у нас получается такой, его любят гагаузов, этот политик. Хорошо, мы будем с ним поговорить, будем ему дать там какие-то там, не знаю, будем коррумпировать его, да, будем дать ему какие-то там льготы, и он будет наш. Все, если он будет наш, то Гагаузия будет наш. Это было одно из случаев. Вторая, это в том, что есть проблема Гагаузии, это политическая и идентичная проблема. И в Кишиневе решили, что если вот дали статус автономии, все, проблема решена, гагаузская проблема решена. Все, мы дали статус, все, больше нам ничего не нужно делать. Что у нас сейчас есть? Есть только 2 лицея на румынском языке. Нет у нас ни одного садика на румынском языку обучения. Большинство гагаузов даже не понимает румынский язык. Им трудно, они не интегрированы в молдавском обществе. И Кишинев, как бы всегда, оставил Гагаузию на потом. Потом. Даже вот сейчас и проевропейские партии, когда делает свою программу, делает свой календарь для агитации, постоянно думает, там в Гагаузии все равно нам голосов не выиграть, поэтому мы Гагаузию оставим, давай лучше там съедем в Яловенский район или в Альгейский, где наши люди, где проевропейский электорат, а Гагаузию оставим на потом. И вот в целых 30 лет уже тоже та же самая история, поэтому в Гагаузии проголосовали сколько там, 93% против европейской интеграции. А если посмотреть, Гагаузия была один из регионов, кто получил больше денег с европейских, с Евросоюза, чем остальные регионы.